Ассаламу алейкум, уважаемые друзья. В эфире передача «Исторический факт». Сегодня мы будем говорить о видном ученом богослове, суфийском шейхе Сайфулла Кади Башларове. И в гостях сегодня у нас Тумалаев Давуд Рустамович. Давуд Рустамович, ассаламу алейкум. Алейкум салям. Рад вас приветствовать. Спасибо, дорогой. Давуд Рустамович, скажите, пожалуйста, фигура Сайфулла Кади очень известная в Дагестане. Все знают, что это был выдающийся человек, который многое сделал на пороге 20 века для мусульман нашей республики, для мусульман всего Северного Кавказа. Но вот как бы конкретно его биографию люди не знают, какие-то факты из жизни люди не знают. Давайте начнем с того, что где Сайфулла Кади родился, где обучался, где вот брал первые свои знания. Надо отметить, отвечая на ваш вопрос, что популярно стало имя Сайфулла Кади Башларова. Последние десятилетия уже 21 века, если говорить о том периоде, когда он жил, работал, творил, то его имя не было столь популярно, широко известно общественности, широкой общественности в Дагестане. Он был известен так в узком кругу, в религиозном, образованном кругу был известен. Он был врач, мы знаем, он был известен как врач. Но широкой такой известной популярности, например, как у того же Нажмуддина Гацинского, известного религиозного общественного деятеля конца 19 начала 20 века, у него не было. Нынешняя его популярность, она стала плодом работы наших религиозных деятелей, которые популяризировали имя, которые продвигают в жизнь его идеи, воплощают его жизнь. Поэтому сейчас мы можем сказать, да, имя шейха Сайфулла Кади Башларова, Куддиса Сирру, она широко известна не только в Дагестане, но и далеко за пределами нашей республики. Если говорить о биографии, то точную дату сказать мы сейчас не можем. Основная дата его рождения 1850 год, но есть и такое, что говорят, что в 1853 году родился, но более вероятная дата рождения – это 50-й год. Родился он в селении Ницаухра, это ныне Лакский район, это был раньше до революции Казикумухский округ, сравнительно недалеко от центра района Казикумуха. Вот это село, как я понимаю, да? Сейчас, кстати, это село мало что осталось, это фактически стало небольшим таким хутором, там живет несколько семей, у которых содержат фермы. В этом селе даже нету электричества, дороги нету, и здесь добраться можно только в основном только пешком. Вроде от Кумуха там километров 7. Я один раз был, мы пешком ходили с нашими, там, с группой моих близких людей, друзей. Несколько часов надо идти от Кумуха. Час пути на машине проехали 1/3, а 2/3 уже вот по руслу этой реки. Мы вот пешком спустились с пригорка вот вниз по руслу и потом поднялись. Прям до села автомобильной дороги нету, да? Дороги нету, да. Вот или пешком, или на гужевом транспорте, то есть верхом, а на лошади можно доехать. В данный момент, к сожалению, вот село, как бы, в селе люди не живут, большинство ницаукринцев, они выехали в большие города, в первую очередь Махачкалы, многие живут за пределами Республики Дагестан. Но вот это участь многих малых сел, не только Алакского района, но и всего Дагестана. Как я понимаю, первое образование первоначально он получил здесь, в родном селе, да? Первое образование ему дали его родители. Здесь надо обратить внимание на роль воспитания будущего великого шейха, его матери Бахтум. Первые азы, в том числе и как врача великого, он получил от нее. Она была искусная врачевательница, то есть она знала традиционную медицину. Вот это я вижу... Это остатки исторической мечети, да? Да, это в то время это была довольно большая мечеть была. Здесь было и медресе. Первые азы в науках он получил как раз-таки в этой мечети, но эта мечеть это было позже, при нем, когда он уже был уже взрослый, тогда она была так сделана. А так до этого, до его детства она была меньше, другая была мечеть. Да, получил он первые как бы сознательные уроки религиозного образования, получил вот в Ницаукринской мечети. А о его учителях что-нибудь известно? Сейчас имена известны? Нет, имена, скорее всего, я не могу вам сейчас сказать. Имена его учителя, это, скорее всего, был имам мечети, тогда Ницаукринская мечеть. Именно я как бы не могу сказать, и данных тоже как бы у меня не было, как бы не остались. 7 или 8 лет, когда ему было от роду, его отец отвозит его в Астрахань к своим друзьям. Татары, друзья были у его отца.
и отдает его, устраивает его в Астраханской медресе. Там 3-летнее обучение медресе было, и одновременно он параллельно учится и в русской школе. 5-летняя была русская школа. Фактически он остается живет у друзей, родителей Сайфулла Кади Башларова, у татар. И основной, первый, так сказать, классическое образование религиозное, основной и первый этап он получает в Астрахани. Эту фотографию сделан уже довольно взрослом возрасте. Да, это в расцвете его сил, в молодости его. Год тоже я не могу сказать, в каком году, но это конец, наверное, ближе к концу. После обучения в Астрахани, как сложилась его судьба? Обучение в Астрахани, он возвращается, в 1967 году он возвращается в Дагестан, и родители его отправляют учиться в Арчип. Это ныне Чародинский район. Да, ныне Чародинский район. А тогда он входил, это Арчип и Ахутарава, входили в Казикумухский округ. У арчипцев очень тесная связь с Казикумухом. Его отправляют учиться туда, он учится там несколько лет. Там он учит аварский язык и арчипский диалект учит. Надо сказать, что он был с детства способен к языкам. Первый язык, кроме своего родного лакского, азы языка аварского он получает от матери. То есть мать знала его аварский язык, и азы языка он там изучает. Соответственно, в Астрахани он учит русский язык, он в русскую школу ходит, учит татарский язык. Приезжает, когда он поступает в Арчипской медресе, он учит, как посовершенствуется в аварском языке, обучение на аварском шло основном. Ну и, соответственно, живя среди людей, он учит и арчипский диалект. Буквально там несколько лет он проучился, 2 года, он завершает арчипской медресе. Надо сказать, что тогдашнее обучение было в основном ориентировано на преподавателя. Медресе, которые бывали в селах Дагестана, они все-таки зависели от основателя, от основного преподавателя, кто там преподает. На его авторитет, от его авторитета зависела известность того или иного медресе в Дагестане. Отучившись в Арчибе, он едет уже в Кудали. Известный был ученый Хасан Кудалинский, Хасан младший. Да. Это очень известный, авторитетный ученый в то время в Дагестане. Он едет, у него продолжает обучаться в его медресе. И, походу, надо сказать, вот это обучение от различных медресе, это уже закладывает дружеские, братские отношения со многими будущими известными учеными, богословами и шейхами Дагестана и Чечни. Вот не говоря о том, что в астраханский период закладывает его отношения со многими татарскими просветителями. В дальнейшем мы скажем уже его, когда он будет сослан в Саратовскую область, там уже эти связи укрепляются татарские. Но это дальше. А чем было обусловлено то, что он его родители отдали с детства на изучение богословских наук? Я слышал, его родословная тоже была из благородных краев. Да, если говорить об установленной родословной, то по отцу, его дед звали Хаджи Муса, его нисба, его родословная, она восходит до Хусейна, разиллаху, внука пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям. Это достоверно установленная нисба, его родословная, поэтому... Это существуют документы, да? Это цепочка? Я, например, сам документ в письменном виде не видел, не могу сказать, что я ее видел вообще, но то, что в его времени это подтверждается, все время при имаме Шамиле была назначена комиссия во главе с шейхом Джамалдином Казикумухским, которые провели работу по переписи в Дагестане, Чечне потомков пророка Мухаммада, мир ему и благословение Всевышнего Аллаха, для того, чтобы они могли по закону, по шариату, могли 5-ю часть всех трофеев, как имамат вел войны, трофеи, они должны были отдавать 5-ю часть наследникам пророка Мухаммада, мир ему и благословение Всевышнего Аллаха. Поэтому была проведена перепись, если я не изменяю, то 73 или семьи или людей были определены, установлены родословно, что эти семьи являются прямыми потомками пророка Мухаммада. Предки Сайфулла Кади, то есть предки Башларовы, то есть фамилия Башларовой, они были установлены, что они являются прямыми потомками внука пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, это Хусейна, разиллаху анху. Поэтому достоверно мы можем сказать, что Башларов, род Башларов, сам Сайфулла Кади Башларов принадлежит
к потомку пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. И, соответственно, его родители были религиозно образованы. Тот дед, который упомянули, Хаджи Муса, был религиозно образованный очень. Ну, религиозная образованность была, и общая образованность была очень сильна в Дагестане. И в том числе, конечно, в его роду. И весь его, надо сказать, что его род был род Юзбаши. Юзбаши, поэтому Юзбаши – это сотня. По тюркского языка, сколько сказать, Юзбаши, Баш – это голова, Юз – это сотня. Значит, в народе Юзбаши – это был глава Сотни, да? села. Ну, сотня как глава села, уже не военное же время, это он как глава Юзбаши, в селе это был глава села, главном администрация. Глава администрации сейчас нынешним языком, глава администрации. Его отец, там, дед, они все были главами администрации своих сел. Соответственно, эти люди были самые авторитетные тогда. Они, как мы сейчас, как со временем выбирается, не было. Тогда были самые авторитетные, самые уважаемые люди и, соответственно, и самые образованные, потому что без образования тогда уважение, конечно, невозможно было заслужить. Соответственно, продолжая эту традицию, он был отправлен, и не зря его родители, понимая необходимость передового обучения, они его отправляют в Астрахань, чтобы он получить не только религиозное образование, но и получить современное азы светского образования. Это очень в дальнейшем его жизни и пригодилось. Вот перед нами больница. Фотография сделана в 1911 году. Это железнодорожная больница в Ростове, которая находится. Да, это Ростов. Известно, что он там тоже некоторое время работал после того, как получил образование. Он получил медицинское образование, полноценное, классическое, современное образование, получил в Ростове, будучи уже в ссылке, работая с немецкими врачами, которых было много в Российской империи тогда. Мы знаем, Российская империя, политика была с Европой, звали всех лучших специалистов, в том числе и врачей, и немцев очень жило, особенно в Поволжье, это Ставрополь. В Поволжье очень было много немцев, переселенцев с Европы. И, соответственно, немецкие врачи были одни из лучших специалистов в области медицины. И Сайфулла Кади к этому времени тоже был очень большой уровень был у него традиционной медицины. И у него возможность предоставилась работать с врачами, немецкими врачами. И сначала он был просто как санитар, как помощник. В дальнейшем, повышая свое образование у них, в короткое время он заслужил у них авторитет своими способностями, своими знаниями. И в 1886 году медицинский центр немецких врачей, они выдали ему свой диплом, подтверждающий его дипломку врача. Это уже, получается, довольно зрелые годы. Конечно, это уже когда было, если он 50-го года рождения, то 1886 год, это уже 36 лет, да, если я не ошибаюсь. Он уже довольно в зрелом возрасте он получает первый свой диплом от немецких врачей. Дальше, позже он получит уже официальный диплом Российской империи, российского правительства. Уже чуть позже. Потом эти медицинские знания, которые он там получил, он где применял? Он какой-то в рамках больницы работал? В рамках, вначале мы говорили Ростов-на-Дону, до этого он работал в Владикавказе, работал врачом тоже в Ростове-на-Дону, позже он работал в Астрахани врачом, уже нейропатологом работал. То есть он довольно долгие годы, считай, во время ссылки 1977-го, когда он в составе Самарской области, его друзья татары добились того, чтобы он был на вольном хождении, на вольном поселении. Соответственно, им надо было самому как-то зарабатывать. А то, что он мог заработать, это медицина, потому что медицину он хорошо знал. Надо сказать, что в классических медресе Дагестана медицина параллельно с чисто религиозными знаниями тоже обучалась. Каждый богослов, он знал хотя бы на таком элементарном уровне, знал медицину. Владимир Самович, вот одна из страниц книги Сайфулла Кади, которая была посвящена медицине. Как называлась эта книга и какой период, где была написана? Если я не ошибаюсь, это книга Дайрат аль-Маариф ат-Табия. Эта рукопись находится в рукописном фонде РАН-ДНЦ у нас здесь, в Дагестане. Книга о медицине, там рецепты в основном идут практически. Здесь видны еще какие-то там комментарии на русском. На русском. Это, видимо, период, когда он жил в Ростове или Астрахани, да? Ну да, скорее всего. Но в основном она идет на арабском языке, скорее всего, это уже период дагестанский. Потому что дагестанцы в основном пользовались аджамом. И на аджаме много, и это все-таки переводы с русского и немецкого рецептов на
на аджам, то есть на арабский язык или на аджам, то есть аварский, там, лакский, даргинский. Он эти рецепты записывал как бы на аджаме. А источник этих рецептов, она с русского и в основном немецкого языка, немецких этих медицинских книг. А в народе говорят еще, как бы у него был один уникальный рецепт, подобный вот, Пенициллину? Да, пенициллину, вот такому. Ну, в народе вот этот как бы пенициллин. Предание Да. сохранилось, об этом что известно? К сожалению, здесь нужно позвать медика, который продолжает его традицию. У нас они такие тоже есть, хвала Всевышнему Аллаху. Поэтому не могу это комментировать. Медицинский аспект его деятельности комментировать просто не отношение к мне, как говорится, у нас не ахлу я этого. Понял. Поэтому лучше это об этом не спрашивать. Его наследие, в том числе эта книга, сейчас над этим наследием работают. Допустим, эту книгу собираются переиздавать. Я знаю, было бы что интересно прочитать. вот, наша медколледж имени Сайфулла Кади Башларова, вот, его преподаватели этого колледжа, медики, они занимаются этим вопросом. Насколько я знаю, они занимаются над этой книгой, ее переводят, готовят к изданию. Вообще медицинским наследием они занимаются. Вот недавно конференция была посвящена медицинской деятельности шейха Сайфулла Кади Башларова. То есть они, это порода их деятельности, их профессии, их специфики, они этим занимаются. Поэтому я думаю, на вашей передаче мы увидим преподавателей с этого колледжа, которые подробно и обстоятельно, и профессионально расскажут об этом деятельности. Вот вы сказали, он был сослан в Самарскую губернию. Что послужило причиной? Это какие события? В 1987 году было восстание, мы это знаем, все дагестанское восстание известное, которое было очень жестоко и в короткие сроки подавлено. Сайфулла Кади Башларов, он в это время работал писарем в гарнизоне, русском гарнизоне в Гази-Кумухе, в Кумухе был гарнизон русский, он там работал писарем. И так получилось, что хотя и он, и его учитель Абдурахман Сагратлинский, это тоже надо сказать, что он учился до этого в Сагратле, с 71 по 75 год он учился в Сагратле. Абдурахман Хаджи, да? Да, еще Абдурахман Хаджи. И он, это Саграт был тогда высший уровень, как академия у нас. Там изучались не только арабский, там и персидский язык обучался. То есть без знания персидского языка, только это вершина богословия, так уровня человек не считал, что он достиг этой определенной как бы. То есть, персидский язык тогда открывал врата изучению. Да, персидскоязычных источников, поэзии персидской, то есть и знание поэзии, это один из высоких уровней был богослова, то есть не только арабский, но и персидский. Ну, соответственно, тюркский тоже, потому что это обиходный был язык кумыкский. 3 языка ученые знать должны были. Это тюркский, арабский, конечно, и персидский, это уровень, уже высший уровень как бы богословия. То есть эти языки, вот персидский язык, азы, по крайней мере, грамматику изучал Сагратль. А дальше, когда он жил уже в Владикавказе, изучая осетинский язык, который близок к персидскому языку, он изучил, надо слово сказать, и осетинский язык, и улучшил свои знания и в персидском языке. Работал, как я сказал, в Владикавказе врачом, потом в Ростове-на-Дону, железнодорожной больнице. Далее, в последующем, работал в Астрахани, тоже врачом уже. Поэтому его, так сказать, география работы врачом, она широкая. Самарская область. Да. А причина, как ложное обвинение было ему предъявлено? Нет, ложь. В любом случае, вот еще раз возвращаясь к восстанию, это восстание с 1977 года, она охватила все, в отличие времен шамилевских времен, когда все-таки только часть дагестанского и чеченского общества поднялась против колониальной политики Российской империи, то так, это восстание охватило все слои и все общества Дагестана и Чечни. Но условий базы, как при имаме Шамиле, уже не было для восстания. Поэтому короткие сроки это восстание было подавлено, все как бы очень жестоко было подавлено. И Сайфулла Кади, будучи писарем, он был втянут, был в эту, как бы, на стороне восставших. Каким образом? Потому что Абдурахман, если вы помните историю, Абдурахман Сагратлинский, когда к нему пришли вот, лидеры восстания, которые подняли там восстание с разных обществ, они пришли и потребовали, чтобы он дал человеку, да, что он одобрил восстание. И он, как бы понимая, что эти люди так и так поднимутся, он в аманаты, как бы на заклание дал своего сына, Магомеда Мухаммада, своего сына, который впоследствии был и казнен через повешение
за то, что был во главе стало то восстание народного. Так как Сагратлинский, Абдурахман Сагратлинский и его сын Мухаммад являлись близкими людьми Сайфулла Кади Башларова, так он не мог быть не вовлечен. Хотя активного участия он не принимал. То есть он не принимал в военных сражениях, но в любом случае был как бы религиозным человеком. Да. Поэтому он тоже один из числа этих 5000, которые были сосланы в Сибирь или там Поволжье, был и Сайфулла Кади Башларов. Хотя прямого участия его было не доказано. Но как активных, грамотных людей, религиозно образованных людей, он был тоже в их числе. В первую очередь, кого пытались ссылали? Активных, религиозно образованных людей. Пытались от них как бы избавиться, как бы, чтобы предотвратить последующие восстания. Вот вы сказали, что он в Сагратле изучил еще и персидский язык. Говорят, он был полиглотом. Сколько языков всего знал Сайфулла Кади? Достоверно известно, что он знал 17 языков, на которых мог писать, говорить, писать, с различными диалектами. Зная, например, один тюркский язык, один кумыкский язык, можно знать много языков, понимать. Но мы... Татарский, там, да, турецкий. Татарский он знал в совершенстве. У татарский мы можем даже вернуться, время будет, мы скажем, что он принимал участие в создании литературного татарского языка. Он был знаком с таким великим просветителем татарского народа, как Исмаилом Гаспринским. Исмаил Гаспринский – великий просветитель. Он мэр Бахчисарая, города в Крыму. Вот они были знакомы, дружны. И он привлекался как редактор, один из редакторов Исмаила Гаспринского, газеты, которая выпускала Исмаил Гаспринский, называлась «Переводчик Таржуме» называлась. Газета такая выпускалась. И они вместе, он один из тех людей, которые принимали разработки литературного татарского языка. Тогда был, в Царской империи не было единого татарского языка, было много разных диалектов. Вот просветители татарские во главе с Исмаилом Гаспринским, они работают над тем, что создать один язык выработать, общий для всех татар. Потому что мы знаем, у крымских татаров один диалект, даже внутри у них разный диалект, у казанских один, рязанских другой. Вот они, у них была идея создать общий один язык. И известно, что Сайфулла Кади Башларов принимал участие в создании этого литературного языка. Это говорит о уровне его и знания татарского языка. Дауд Рустамович, вот в начале 20 века, когда вот шли активные социальные процессы в Дагестане, он вернулся уже в Дагестан и занимал определенные посты. Он вернулся в 1909 году, он возвращается в Дагестан. До этого у него был до этого астраханский период, когда он занимался духовной практикой, помимо врачебной практики, он занимался духовной практикой, которая тогда вообще очень мало кому было известно. Надо сказать, что во время и учебы, и работы в Дагестане он был знаком со всеми шейхами как бы нашего буддийского тариката, которые были в Дагестане. Он со всеми был знаком, дружен, это и не могло по-другому быть. Вот, соответственно, уже к 9 году, когда он возвращается, уже муршидом нашего мадийского, шазалийского и кадрийского тариката. Вот хирка, халат преемственности, это халат Али разиллаху, в 1909 году ему надел это Расулю Ишан Зайнулла. Он был его духовным наставником. Да, он был его духовным наставником. Он передал Сайфулла Кади полностью все свои иджазы, которые у него были, не только по накшабандийскому тарикату, но и по явным наукам. Он его передает и по назму, там есть по фикам, по многим книгам он тоже передает ему иджазы, то есть разрешение на преподавание. И полноценным халифом, наместником Зайнулла Ишана Расулева становится Сайфулла Кади Башларов. Надо сказать, что Зайнулла Расулев Троицкий был очень известным татарским ученым. Не только среди татарского, но и среди всех народов Средней Азии, мусульман Средней Азии. Он был основателем еще и университета, да? Да, один из университетов был. Практически он был мюршидом всех татарских народов, которые тогда проживали в Российской империи, многих тюркских народов. В собрании, когда передавался этот халат, преемственность, это было где-то 500 самых выдающихся его учеников. В присутствии 500, они простые были мюриды, а это были ученые, богословы. Постигшие определенный уровень, да? Со всего Поволжья, Татарстана, Средней Азии, которые приехали по случаю этого. И он передает торжественно
фактически для всех остальных никому не знакомого дагестанцу. Скромному, такому простому дагестанцу передают ему халат. И есть такая легенда, когда спросили его, окружение, ну почему ты какому-то дагестанцу там передаешь какому-то горцу? Он говорит, если бы это зависело от меня, я бы этот халат передал бы своему сыну. Но это идет от Всевышнего Аллаха. А Сайфулла Кади Башларов, он сказал, твой народ сможет сохранить вот то, что я тебе передаю. Это же не халат был, это духовное преемство, эти знания были. Твой народ, ты и твой народ смогут. То есть это предвосхищение тех событий глобальных, которые должны были произойти в нашей великой стране. То есть это связано с революцией, с гражданской войной и последующими притеснениями, гонениями на религию. Вот когда вот все эти процессы шли, он вернулся в Дагестан. Также он был знаком, имел тесную дружбу с другим выдающимся ученым Хасаном Афанди из Кахиба. С Хасаном Кахиба, они, конечно, у них была давняя дружба. Вот я год какой начался, не могу вам сказать, это, наверное, мало кто скажет. Может, кто-то... Еще до отъезда, да? Конечно же, конечно. Я же говорю, до отъезда они же почти возраст один был у них. Они там плюс-минус, у них один возраст был. Да. Они еще молодыми людьми не могли не пересекаться, потому что они в одних духовных центрах религиозно-образовательных учились. Они не могли не пересекаться, не могли не знать. Но после приезда уже в Дагестан, когда в 1909 году Сайфулла Кади приезжает в Дагестан, он занимает пост муфтия Северного Кавказа, это центр находился в Темирхан-Шуре, он, конечно же, еще ближе они сошлись с Хасан Устаром, который тоже в это время уже был в ранге устаза шейха. Они сходятся вместе, у них есть переписка между собой, очень близкая. И в тот период они обращаются как по-дружески друг к другу, как друг, близкий друг. А в 16 году уже Сайфулла Кади Башларов передает изну о наставничестве всех своих 3 тарикатов явных, в первую очередь 2, это Накшабандия и Шазилия, с письменным разрешением передает Хасану Стару, возводит в ранг муршида, единственного своего преемника, а кадрийский тарикат он передает устно. Поэтому после уже ухода из этой жизни Сайфулла Кади Башларов из этой жизни, Хасан Устар, он пишет, говорит, что то, что мне передано письменно, я передал своим преемникам. Но то, что мне было передано устно, из адаба, из этики к своему наставнику, раз он мне письменно не передал, я его тоже не передал. То есть кадрийский тарикат на ветвь, которая пришла от Сайфулла Кади Башларова, она заканчивается на Хасан Устаре. Вот, Дауд Устамович, вы вначале сказали, что имя Сайфулла Кади при его жизни не было так популярно и известно, как сейчас. Но он был все-таки назначен на пост муфтия Северного Кавказа, как вы сказали. Вот интересно, я тоже смотрел, изучал, кто назначил, что, как. Вот когда говорим, что Сайфулле, сказано, что Сайфулле Кади предложили, когда он еще жил как бы за пределами Дагестана, был в Астраханский период, ему предложили пост или же муфтия Средней Азии, или же пост Северного Кавказа. Не уточняется, кто предложил, потому что это идет от его потомков. То есть это информация от внука Сайфулла Кади, тоже звали его Сайфулла, ныне покойный, это его с уст, с архива его отца, то есть сына Сайфулла. Поэтому есть устное предание от его потомков, что ему было предложено. Кем предложено? Скорее всего, авторитетными татарскими деятелями, которые имели авторитет, влияние на правительство Российской империи. Кстати, предложили как 2 поста, и Сайфулла Кади Башларов выбрал пост муфтия Северного Кавказа и вернулся в 9 году, вернулся домой и жил в Темирхан-Шуре, город Темирхан-Шуре. Как складывались годы жизни, вот последние годы жизни Сайфулла Кади? Вот последние годы жизни это были, наверное, самые активные. Во-первых, он был религиозным деятелем официальным, потом это нарастание революционных событий, потом важное случилось событие в 2014 году, это антипическое восстание, в которой он и Хасан Устар приняли активное участие, чтобы умертвить, чтобы это мирно разрешилось, чтобы не было повторного вот этой крови, которая была в 1977 году, чтобы лучшая элита не была уничтожена народа. И была определенная провокация с местных властей, которые тогда были наместниками в Дагестане. Был такой генерал Вольский, по воспоминаниям внука Сайфулла Кади, что
инициировано было, специально была провокация создана, ускорена была русификация, ведь дело производства в Дагестане велось на арабском языке. Да, да. А для русской администрации было непонятно это арабский язык, и они хотели ускорить переход на русский язык. Но еще не было подготовлена, так сказать, местная администрация из местных людей, которые могла владеть на русском языке. То есть условия просто не были подходящими. Еще надо было пройти определенное время, пока местные кадры будут, которые смогут вести на русском языке. И еще фактор религиозный, конечно. Язык это, арабский язык это не просто же язык письменности. Это еще и язык Святого Писания для всех мусульман. Поэтому у дагестанцев особый трепетное отношение к арабскому языку. И когда попытались его одним росписком пера удалить из жизни дагестанцев, то, конечно, поднялось восстание, волнение, которые и провоцировались вот этим резким решением, были спровоцированы резким решением наместника царской администрации в Дагестане. И Хасан Устар совместно с Сайфулло Кади Башларовым, они сделали все, чтобы остановить народ, чтобы народ успокоился, сделать все, чтобы это мирным путем было. Они добились того, что через какое-то время этот указ о внедрении русского языка в Дагестане был отменен. Администрация поняла, что рано еще, условия не создали. Просто не хватит таких писарей, не будет, который будет вести ее дело производства на русском языке. Но пострадал один человек. Это Сайфулло Кади Башларов. Вот его как раз-таки за то, что он принял активное участие, потому что он активно способствовал тому, чтобы это было мирно решено. Это и не понравилось администрации тому же Вольскому. Против него было заведено дело, и он был создан в Астраханскую губернию. Это уже второй раз получается? Да, второй. Он был единственный человек в антипическом восстании, который был за это пострадал. Это восстание. И он же, который все сделал со своим учеником, чтобы она закончилась мирно. В этом тоже есть урок и для нашего времени, проекция на наше время. Потому что во многом политика зависит от личности. Какая личность будет, порядочная или непорядочная? Будет он преследовать государственные интересы, или же он будет преследовать свои интересы? Надо сказать, в восстании 1877 года есть данные, что много к этому восстанию приложили руку сама тогдашняя администрация, царская администрация в Дагестане, способствующая, что восстание было, создавшее недовольство у всех социальных слоев, даже и у богатых. Своими неграмотными действиями, да? Специальными. И еще надо сказать, что сейчас я фамилию не помню того наместника, губернатора, но я знаю, что после подавления этого восстания кровавого он был назначен министром внутренних дел Российской империи. То есть положу повышение. И я думаю, Вольский тоже знает эту историю, тоже, наверное, хотел повышения звездочек на себе грудь и повышение по службе, но у него не получилось, потому что были такие люди, как Сайфулло Кади Башларов, который фактически взял удар весь на себя и смог остановить людям объяснить, что от этого пользы не будет. Да, они были правы, это было такое святое негодование, но таким способом этот вопрос решать, это с помощью оружия, это было крайне неразумно и неправильно. И они объяснили, по шариату объяснили, что этого нельзя делать. Вот такие же действия пришлось Сайфулло Кади предпринять, когда уже в революционный период, да, также? Да, революционный период. Сайфулло Кади Башларов и Хасан Устар заняли сторону большевиков, революционеров. Много вопросов, почему? Они не знали, что они атеисты? Знали, конечно, но шариат, он смотрит на заговор, на явную сторону. Тогда большевики, по крайней мере, их представители в Дагестане, они говорили что? Они говорили о социальной справедливости, они говорили о шариате, да. Там в начальный период же не было вот 28-го таких года, да, шариатские суды заявлений. существовали, строились медресе, мечети. За 10 лет советской власти первые, больше всего, говорит, было построено мечети и медресе, чем за весь период, который был там в Дагестане, там ислама. То есть давали это, и они обещали многое больше, и была социальная несправедливость очень сильная в царский период к этому времени. И кроме этого, Сайфулло Кади, как дальновидный, мудрый, проницательный человек, поэтому пытался минимизировать все потери, всю ту кровь, которая приходит с таким катаклизмом политическим, общественным, который был тогда в Российской империи, связан с революцией и последующей за ней гражданской войной.
И надо сказать, что в числе большевиков, тогда социалистов, были очень известные просветители люди. Они не были неверующим. Тот же Махач Дахадаев, да? Махач Дахадаев, Луби Буйнакский, Саид Габиев и многие другие, Тахагоди. Они были очень просвещенными людьми, но они были мусульмане, они были религиозно практикующими мусульманами. То есть они не были атеистами. Они хотели блага народа, они видели, в каком тяжелом положении живет народ, очень плохо жил народ. Поэтому они хотели просвещения для народа полноценного. Тоже хотел и Сайфулла Кади, он сам был просвещенный человек, он хотел, чтобы было и просвещение, вот, и современное просвещение, образование пришло в наш край. Он тоже был за. И те просветители, и те социалисты, о которых мы уже сказали, они тоже были. И они в этом отношении были единомышленниками. Поэтому Сайфулла Кади Башларов вошел, вот, когда было создано революционное правительство Дагестана, он вошел в это революционное правительство, в Совет революционного правительства и возглавил кабинет духовных дел. Возглавлял кабинет духовных при военно-революционном правительстве Республики Дагестан. Также много говорят, что он в период еще царской в России был избран на должность депутата Госдумы. Насколько это достоверно? Есть сведения, тоже опять от потомков его, от его потомка, из его семьи, от внука его, уже ныне покойного, еще раз скажу, что был в 1905 году, это, кажется, первая Госдума, если я не ошибаюсь, был он избран от представителем эту Думу, был избран от кавказских мусульман. В последующем он был основателем, как многие другие татарские просветители, он был основателем Союза мусульман России. Но ни я, ни наши дагестанские ученые-востоковеды этого подтверждения пока документально не нашли. Потому что вот я обращался в РАН-ДНЦ, обращался к Шамилю Шихалиеву, который является заведующим архивом рукописного фонда РАН-ДНЦ. Он мне говорил, что называл и фамилию татарского исследователя, который запрос сделали в архивы в Санкт-Петербурге, где была тогда Госдума, по спискам, тогда кто входил, был депутатами. Там не нашли, говорит, фамилию Сайфулла Кади Башларова. Поэтому пока достоверно сказать, что он избирался в депутаты или первого, или второго созыва Государственной Думы Российской империи, мы не можем сказать. Это со слов его потомков. Вот фотография зиярата Сайфулла Кади. Сайфулла Кади похоронен в Верхнем Казанище. Да. Это место общеизвестно всем дагестанцам, туда люди ходят. Как получилось то, что выходец из Ницавкра был похоронен вот здесь, недалеко? Он же был человеком не только же лакского народа, он не только Дагестана, он был человеком уммы нашей, не только даже российских мусульман общих. Он был человеком, это фигура человека, который огромный вклад развез в развитие всей общины пророка Мухаммада, мир ему, благословение Всевышний Аллах. И, соответственно, когда мы говорим, почему он похоронен не в своем селе, Ну, почему было выбрано именно это место? Потому что он это место сам выбрал. И это место он выкупил на свои личные деньги. Он купил, сейчас не помню сколько, то ли 20 акров, то ли 20 гектаров, ну, огромную территорию он выкупил, они пустовали, он выкупил у хозяина и ее сделал вакф под кладбище. Та, где сейчас находится кладбище, это только малая часть. В советское время там уже было роздано, там построили дома, а это только малая часть. А она была большая часть, в том числе, где источник. Мы же внизу знаем, где источник его, Сайфулла Кади источник. Да, Внизу мы там воду набираем, когда приходим на зиярат. Вот это место тоже входило в тот собственность, который он купил. Он ее купил и отдал под вакф, то есть под общественное пользование, чтобы на нем уже было кладбище. Вот. И на нем фактически он и был похоронен в начале 19 года. Он заболел. Это был период, когда было разгромлено военно-революционное правительство социалистов-большевиков. Белогвардейцы во главе с Деникиным вошли в Дагестан. Так как Сайфулла Кади Башларов, он поддерживал активно революционное правительство, на него тоже была как бы охота, фактически его жизнь тоже угрожала жизнь. Он из Буйнакска, когда уже деникинцы подходили к Буйнакску, он же тяжело больной, его ученики решили вывести его. И по дороге вот он умирает, его уже хоронят
его ученики, зная его завещание, хоронят его уже в Верхнем Казанище. Вот эта история. Давуд Рустамович, вам спасибо, что пришли к нам. Желаем вам успехов в ваших научных изысканиях. Спасибо, спасибо. Эта тема Сайфулла Кади Башларова, она настолько обширная, что ее не один час и нужно посвятить. И она очень многогранна. Я думаю, каждый специалист, например, медик, он может долгими часами говорить о медицинской составляющей его, аспекте его деятельности. Религиозный деятель, ну как религиозный общественный деятель, будет говорить о его религиозной деятельности. Мюрид или суфийский уста шейх будет говорить о его уровне как суфия, как суфийского наставника. Как политический деятель, он же был политический деятель, тоже можем много говорить о его деятельности, о его влиянии на политическую жизнь. Не только тогдашнего Дагестана, но и фактически и на нынешний, потому что во главе нынешнего духовенства Республики Дагестан стоят его духовные потомки. Спасибо. На этом мы с вами прощаемся. Ассаламу алейкум.